Всем привет! Сегодня в спецрепе история Хали Сарманова, предпринимателя из Шымкента. 70-летний Аксакал уже год заперт в СИЗО. По версии следствия, Сарманов расхитил 61 миллион тенге в сельхозкооперативе «Кайнар-Астык», которым руководит почти 20 лет. Дело разбирал Сайрамский районный суд. По ходу всплыли резонансные на всю республику факты. Это многочисленные нарушения со стороны следствия, незаконное нарушение сроков и перенос расследования, манипуляции общественным мнением. В ходе судебного разбирательства суд не дал этим нарушениям оценку. С 2016 года против Сарманова 5 раз возбуждали уголовное дело и 5 раз закрывали за отсутствием состава преступления. Несмотря на доказанную правоту, в октябре 2020 года суд вдруг арестовал Сарманова. Его закрыли в СИЗО, а после стали искать, кто же напишет на Аксакала заявление. Из 700 крестьян, с кем кооператив «Кайнар-Астык» имел дело, нашлись 174 человека, обвинивших Сарманова в хищении земельных паев. Члены производственного кооператива, признанные потерпевшими, а это 170 человек, были допрошены и у них отобраны заявления спустя месяц после задержания Сарманова по стражу. Но, как выяснилось, они не могут подтвердить право на землю документами. Кто-то даже продал свои участки и пришел качать права. А 26 человек вообще фактически пришли на суд с улицы. Все вот эти заявители, якобы на которые ссылались органы следствия, да, вот их много, они потерпевшие. Половину из них суд сам признал недопустимым, то есть прекратил их участие, потому что они никакого отношения не имеют и не имели. Вот что творится в Туркестанской области. Такая несправедливость вызвала протест реальных рабочих и крестьян кооператива. Они встали горой за почетного фермера Сарманова. По гражданскому этому иску, по этому делу 3 раза рассматривалось. Областной экономический суд не увидел никаких нарушений. Халық ашынып отыр, мысалы үшін ашынған халық көтеріліс керек болса, онда айтыңыздар. Барлығы банкротқа ұстап отса, қаншама бала шағасын бағып отқан адам бар. Бізге, құрметті судья, бізге бастығымызды шығарып беріңіздер. Сол інімді босатып жіберуіңді сұранамын. Сын подследственного уверен, дело против отца сфальсифицировано. От начала и до конца. Сегодня он намерен дать максимальную огласку процессу. Как государство никто не заинтересован. Здесь только личные интересы, только личный карман, потому что земли легче всего, чем работать, легче всего распродать. Чем они и займутся? Герой этой истории Хали Сарманов. Он встречался с Ельбаса, был успешен в агробизнесе и поддерживал нуждающихся. Где порадовали 70 семей нужными подарками. А это пакеты с продуктами, макароны, рис, свежая баранина и многое другое. Хали ағамыз біздің балалар үйінде қамқоршылық кеңес бар. Сол қамқоршылық кеңестің төрағасы ол кісі. Өйткені тікелей біздің осы балалардың тәрбиесіне байланысты, балалардың қаржыландыруға байланысты, балалардың ғибадат үйіндегі ішкі жұмыстардың барлығына сол тікелей өз араласып, өз ақыл кеңесін беріп, қажет жерінде облыс әкіміне, болмаса облыс мәслихатына жеткізіп айтып отыратын. Сарманов был слишком заметным и не боялся этого. Теперь Аксакал за решеткой. А прокурор пьет чай со стороной обвинения в перерыве судебного заседания. О чем они говорят? А быть может, договариваются? Прокурор Мурзамен Игельгу опять непроцессуальный контакт. Қашып бара жатыр. Бекасанов, прокурор Мурза. У Сарманова больное сердце, но несмотря на пережитый инсульт, больного старика трясли в автозаке по 100 километров, чтобы привезти на суд в соседний район и обратно. Наверное, кто-то сильно надеялся на смерть подследственного в дороге. Это сняло бы многие вопросы, которые мы поднимем в этом спецрепортаже. Главный из них – кому выгодна ситуация с намеренным развалом сельхозкооператива, которым руководил Сарманов, и почему в итоге пострадают обычные труженики села. 100-ден аса адам жұмыссыз қалайын деп отыр. 500-дей адам дивидендсіз қалайын деп отыр. Сарманов Хали босатылсын! На базе предприятия тихо, потому что работы нет, а техника, между прочим, современная и дорогая, простаивает. Сразу возникает вопрос: если бы председатель воровал, стал бы заботиться о том, чтобы работяги сеяли
и пахали на надежных тракторах. Получали бы они вовремя зарплату. Шет мемлекеттің техникалары, жөндігі американскиялар, германский, бәрі осы, енді білмеймін, осы техникаларды не істейді, не қояды, осы жұмыстарымыз біздің жабылса. Осы Сарманов қалида істеп атқанымызға 10 жыл болып отыр, Құдайға шүкір. Аймамен айлығымызды аламыз. 7-ші еселерге не қылады бұл кісі. Біздің кредитіміз бар, неміз бар дегенде балаша, Құдайға шүкір, осы кісінің арқасында айлық алып не алып жүрек. Енді бұл кісі не алмаса, кімнен аламыз енді ақшамыз. 5 гектар жерімізді ел екпесе, қалай жұмыс істейміз, кредит кім құтылады бізге? Жұмысшылар айлықсыз жұмыс істерін білмей, айлықтарын қаяқтан аларын білмейді. Қазір жұмысшылардың жағдайы нашарлап баратыр. Работа в формате сельхозкооператива предполагает определенные обязательства перед держателями земельных паев. Это выплата зернового дивиденда. Если в кооперативе есть воровство, то простых крестьян могут обделить зерном. Но нет. Сотни участников кооператива исправно получали зерновые дивиденды последние 20 лет, согласно размерам своего земельного пая. Записи об этом есть в конторе кооператива. И вот что интересно. Несмотря на то, что в прошлом году Сарманова закрыли, люди продолжали получать зерно. Это вот списки людей, которые получили свои дивиденды. Ежегодно получают, все под личную подпись. На протяжении скольки лет? На протяжении уже 20 лет, получается. 2020 год, вот несмотря на всю эту ситуацию, в октябре отца посадили, все равно мы в январе-феврале раздали дивиденды. А теперь я скажу вам следующее. Хали Сарманов по закону мог дивидендов вообще не выплачивать. И вот почему. Он мог бы сказать: все, ребята, извините, на сегодняшний день все, мои ворота закрываются, и вы никто. Хотя такого по сей день нету. Можете в село пойти и у любого пайщика спросить на тот момент, который был. Это трасса Западная Европа, Западный Китай. Сейчас стоимость гектара земли здесь, по самым скромным подсчетам, около $5000. Когда дорогу строили, автобан прошел через земли сельхозкооператива Кайнар-Астак. Строительство затронуло почти 10 гектаров. Национальная компания «Казавтожол» выплатила сельхозкооперативу 61 миллион тенге. Так появилась сумма, хищение которой сегодня вменяют Сарманову. Сарманов провел собрание кооператива, где объявил, как будут освоены деньги. Взяли современную технику, стали работать. Но внезапно, в разгар уборочной кампании, государство потребовало деньги назад. Оказывается, изъятие под госнужды не подразумевает выплаты компенсации. Между тем, средства уже были освоены кооперативом, поэтому судебный исполнитель от государства поставил имеющиеся земли крестьян на аукцион. В этой ситуации по закону каждый участник кооператива отвечает размером своего пая. По идее, каждый пайщик должен выкупать участок самостоятельно, но крестьяне не могли. Чтобы не потерять наделы кооператива, Сарманов уже за личные средства выкупил гектары. И вот тут, по логике вещей, Хали Сарманов становится владельцем права аренды земли на 49 лет. Ведь он купил его на аукционе, не за средства кооператива. То есть и эти действия были даны правовые оценки. Со стороны суда имеется судебный акт, то, что договор купли-продажи по результатам аукциона был проведен на законном основании. У государства и госорганов претензий к фермеру нет, а Сарманов, вместо того, чтобы распорядиться собственностью, продолжает платить с нее дивиденды крестьянам. Благородно. Как будто и не было этого аукциона, где он стал владельцем права аренды земли. Но узел завязался, и, видимо, нашлись те, кто решил развалить кооператив и завладеть его золотой землей. Ситуацию 61 миллионом объявили хищением, хотя так и непонятно, кто пострадал. Истцы не имеют документов на землю, а некоторые и вовсе уверяют, заявление на Сарманова не писали. Енді жаңа мен сұрағыма айттыңыз, арызданған жоқпын, полицияға барған жоқпын, тергеу жоғалған жоқ дейді. Мынау кім ол сонда? Арыз. Жауап алу хаттамасы. Сол кімдікі, сіздікі ме? Нақты жасап қарап алыңызшы.
5 раз возбуждали уголовное дело, 5 раз дело закрывали прокуроры, но что-то изменилось. Это прокурор, у которого происходит завтрак с представителем стороны обвинения. О чем они говорят? И таких нарушений в течение процесса было выявлено немало. Также вот эти должны быть акты ревизии, аудитской проверки. После того, как закрывают его 1 октября 2020 года, спустя через месяц, следователь департамента полиции назначает аудитскую проверку. Эта аудитская проверка, она была проведена за 1 день. Самое вопиющее в этой ситуации тот факт, что уголовное дело поступает в прокуратуру области в 37 томах в 10 утра примерно 21 декабря. Спустя всего пару часов, возможно 3 часа, это уголовное дело уходит в суд. Получается, наши прокуроры 37 томов ознакомились всего за несколько часов. Это даже физически невозможно ознакомиться. Я не хочу занимать чью-либо сторону. Моя цель – обратить внимание на предвзятость следствия. Не бывает так, что человека сначала сажают в тюрьму, а потом ищут тех, кто его обвинит. Не бывает так, что на суде без документов утверждается право на чужую собственность. Не бывает так, что на суде обвиняемому не дают последнего слова. Но в Сайрамском суде Туркестанской области все это имело место быть. Вынес судебный акт без предоставления слова подсудимому Сарманову Хали, последнего слова, и без проведения прений. Хотя данная норма предусмотрена в статье 385 Уголовного процессуального кодекса. Возможно, Хали Сарманов не ангел, и есть обиженные на него люди. Но понятно даже слепому, что суд, где доказано участие лжеисцов и лжесвидетелей, это путь в никуда. А еще понятно, что на кону стоит 5000 гектаров сельхозугодий стоимостью $25 миллионов. Если производственный кооператив Кайнар Астык рухнет, кому достанется эта земля?